главные события, уходящие из среды 12 ноября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Резонансная смерть первокурсника юрфака потрясла жителей республики. Наш корреспондент разбирался в перипетиях трагической истории. На парламентских слушаниях поддержан проект закона о местном самоуправлении в республике. Законопроект учитывает социально-экономические, исторические и национальные особенности региона. Когда желание или нужда перебраться на тот берег берет верх над безопасностью, все чаще фиксируют выезды на еще не окрепший лед на переправах республики. Узнаем подробности. На улицах Нерюнгри работает снегоуборочная техника. Зима полноценно вступила в свои права, укрыв дороги города белым покровом. В прокат выходит якутский триллер-хоррор «Присутствие». Узнаем, что известно о проекте. Зима в республике вступила в свои права, вода подернулась льдом. Но нельзя забывать, что обмануться внешней крепостью ледяного покрова очень легко. С начала ноября инспекторы ГИМС провели более 70 рейдов на водоемах республики. Что обнаружили в ходе них, знает моя коллега Эржан Гармаева. Сколько ни бейся, а желание скоротать путь и выйти на тонкий лед всегда в человеке было. И, к сожалению, часто это оборачивается трагедией. С начала этого года в Якутии утонуло 4 человека. Последний подобный случай произошел в Верхнеколымском районе. Там под лед ушел мужчина, отправившийся на рыбалку на снегоходе. В северных реках уже начинают открываться переправы, но между тем, в центральной Якутии, если взять под городом Якутском, на реке Лена, только лед встал. Поэтому, идут информация о том, что люди там пешком ходят. Вчера была информация о том, что машины вроде там проезжают. Но это самый такой опасный период. Когда все-таки техника, но в том числе на северах, это бураны, могут они утонуть. Хотя лед в 204-м микрорайоне уже достаточно крепкий для того, чтобы он выдержал и хивус, и человека. На нем машинам сюда категорически запрещено въезжать. Это не официальная переправа. Помимо того, что любители экстремальной езды понапрасну рискуют жизнью, это считается административным правонарушением и карается штрафом. Чтобы предупредить о последствиях и напомнить о правилах безопасности, весь ноябрь инспекторы ГИМС проводят рейды. Регулярно патрули дежурят у станции Намыв в Якутске. И все не зря. Сегодня комиссия поймала 3 нарушителей. Мы проводим такие мероприятия, очень часто будем проводить, так как ближайшая переправа будет готова только к началу декабря этого года. Предупреждаем непосредственно транспортных средств водителей о том, что есть административная ответственность от 3 до 5 тысяч рублей на физическое лицо, на должностных лиц 20 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридическое лицо от 100 тысяч до 1 000 000 рублей. Выходить на лед, а уж тем более передвигаться на транспортном средстве в несанкционированных местах чрезвычайно опасно. Сейчас в республике действуют 3 официальные ледовые переправы в Верхневилюйском, Жиганском и Оленёкском районах. Эржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Поток пассажиров из Якутии в Благовещенск вырос после введения безвизового режима с Китаем. Только в октябре из Якутска в Благовещенск на поезде поехали 15 тысяч пассажиров, сообщили в железных дорогах республики. В компании также отмечают, что рост популярности Благовещенска связан с увеличением туристического потока после введения безвизового режима с Китаем. Между Нижним Бестяхом и Благовещенском ежедневно курсирует прямой поезд. 18-летний первокурсник из ВФУ мечтал о карьере юриста. Однако мечтам не суждено было сбыться. Он умер через 9 дней после избиения в стенах своего общежития. Можно ли было предотвратить трагедию и почему студенческие общежития становятся зоной правового вакуума? Ответы на эти и другие вопросы искала моя коллега Дарья Короленкова.
Сейчас в социальных сетях студенты выкладывают прощальные видео с Петей, который уже не сможет так же счастливо и весело проводить время со своими однокурсниками. Эти кадры сняли всего несколько месяцев назад. 18-летний Петя Махчагоров из Авено-Бытантайского района только поступил на юрфак СВФУ. Казалось, вся жизнь впереди, но мечты о дипломе и адвокатской мантии оборвались в стенах студенческого общежития. 1 ноября его жестоко избили, 9 дней он боролся за жизнь. 10 ноября его не стало. Официальная причина смерти – черепно-мозговая травма. Петя к нам прибыл в 10 классе. Сказал, что хочет быть стоматологом. У нас биологохимический класс был. Вот. Ну, как ученик, он был всесторонне развит, надо сказать. Да. И спорт, и танцы. И он пел, танцевал, и спортом занимался. Во всем он был лучшим. У него очень было много людей, да, он был такой открытый, таким добрым он был. И вот даже его одноклассники вот стоят, не дадут соврать. У него очень много было друзей. Он еще волонтерским движением занимался. Да, везде он преуспевал. Свои личные соболезнования родным уже принес глава республики. Выражаю искреннее соболезнования родным и близким погибшего, всему студенческому сообществу СВФУ. Требую от руководства университета в тесном взаимодействии со следственными органами провести всестороннее разбирательство, установить все обстоятельства произошедшего и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Что же до университета, то в ректорате СВФУ заявили, что делают все возможное для помощи следствию. Еще раз Федерального университета и от себя лично выражаю искреннее соболезнование матери нашего студента Анне Николаевне, всем родственникам, всем однокурсникам, одноклассникам, друзьям по поводу гибели нашего студента. Действительно, подобные случаи не должны происходить в Федеральном университете. Сейчас проводятся следственные действия, буквально поминутная кадровка и так далее идет, все записи всех действий. И такие моменты не должны происходить. И сейчас университет содействует всему анализу итогам следственных действий. Прошу без неподтвержденных комментариев, пожалуйста, не делать. И, конечно, мы еще сделаем внутренний анализ нашей работы, чтобы подобные случаи больше не случались. Просто подрались. Эта фраза часто становится оправданием для бездействия. Но в тот день все было серьезнее. Парня госпитализировали с тяжелейшими травмами, возбудили дело о причинении тяжкого вреда. А через 9 дней дело приобрело другую, самую тяжелую квалификацию. И получается По поручению прокуратуры республики была организована проверка. Общежитие университета проверил прокурор Якутска совместно с руководителем следственного отдела Владимиром Литвиновым. Под свой контроль дело взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствием установлено, что 1 ноября текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков со своим сокурсником, умышленно нанес последнему множественные удары руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 10 ноября в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. История Пети – это страшный урок для всех. Для сверстников, которые предпочитают не вмешиваться, для университетов, которые закрывают глаза на бытовые моменты, и для системы, в которой молодой человек может умереть, так и не успев стать юристом, который, возможно, как раз и защищал бы чьи-то права. Остается надеяться, что это дело станет не просто еще одной строчкой в криминальной хронике, а точкой, с которой начнутся реальные перемены. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в Алтумене состоялись парламентские слушания о законопроекте местного самоуправления в Якутии. В ходе публичных слушаний озвучили различные предложения по новому механизму избрания глав муниципальных образований. Предложили и другие соответствующие высказывания по законопроекту. Проект закона поддержан большинством участников парламентских слушаний.
Главы сельских и городских поселений они будут избираться представительными органами этих поселений по представлению конкурсной комиссии, которая в свою очередь будет формироваться наполовину по предложению главы муниципального района, наполовину по предложению представительного органа этого сельского или городского поселения. И этот механизм, который предложен в проекте закона, он поддержан большинством участников парламентских слушаний. Улучшение качества медицинских услуг в республике проходит в рамках национального проекта здравоохранения по поручению президента России. Так, за последние 5 лет в регионе введены крупнейшие на Дальнем Востоке кардиососудистые и онкологические центры. А в медорганизации поступило более 850 единиц медицинской техники. Что еще изменилось в области здравоохранения и качестве жизни жителей Якутии, узнаем далее. У жителя Ленска Дмитрия Чуфистова в конце октября случился инфаркт миокарда. По итогу телемедицинской консультации врачей Ленской ЦРБ и специалистов кардиососудистого центра было решено с помощью санавиации доставить больного в Якутск. 26-го вечера у меня начались боли, но не такие сильные. Я 27 числа еще вышел на работу, отработал. Ну а вечером я уже не смог терпеть боли, все сильнее и сильнее. Я прилетел сюда 29 числа с инфарктом миокарда. Мне сделали операцию на сердце, вставили 2 стенда. С 2022 года, со дня запуска в эксплуатацию кардиоцентра, круглосуточное лечение прошли более 20 тысяч пациентов. Амбулаторно в диспансере и приемном отделении обследовано 44 тысячи человек. По итогам 9 месяцев мы выполнили 1657 операций, из них 103 операции на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. В этом году у нас запланирована 1 пересадка сердца. Очередное масштабное событие в здравоохранении – возведение онкологического диспансера. В феврале прошлого года в режиме видеоконференции его открыли с участием Владимира Путина. Благодарные пациенты есть уже сегодня. Надежда Иртюкова борется с раком с 1998 года. Она прошла все этапы лечения онкологии и по сей день преодолевает эту болезнь. За этот период Надежда на себе испытала развитие предоставления медпомощи онкологического направления в Якутии. Условия были очень такие жесткие. У нас в палате лежало по 8 человек. На все наше отделение было всего 2 туалетные комнаты. И медикам нас приходилось уносить в реанимацию на руках, потому что каталки не проходили. Постоянно прохожу химиотерапию. И радует, что там такая холл ожидания, он такой уютный. Светлое, хорошее, этот тоже настраивает на какой-то такой позитив, что кажется, что ты все-таки все это преодолеешь и все это переживешь. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» онкологическая служба получила 67 единиц современного оборудования, что позволило увеличить количество операций более чем на 20%. В сравнении с 2018 годом плановые объемы оказания медпомощи по профилю онкология увеличены в 2,5 раза. Нацпроекты продолжаются. На сегодняшний день мы уже в национальном проекте «Продолжительная активная жизнь». Само название уже говорит за себя, то есть цель данного нацпроекта – это продолжительная, здоровая, активная жизнь населения людей. Также продолжается, у нас строительство, капитальные ремонты. И в данный момент, 2025 год, у нас идет строительство 8 поликлиник и больничных комплексов. В ближайшие 5 лет в Якутии планируют построить еще 57 объектов от поликлиник до стационаров, включая модульные амбулатории в отдаленных районах. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Нюргун Старостин, Якутск. К другим темам. На улицах Нерюнгри работает снегоуборочная техника. Зима полноценно вступила в свои права, укрыв дороги города белым покровом. Но для коммунальных служб и городской администрации этот сезон приносит трудности, которые необходимо решать оперативно и эффективно. Борьба со снегом проводится ежедневно, механизированная снегоочистка автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, а также распределение противогололедных материалов выполняется для удобства передвижения и безопасности дорожного движения. Уборка улиц – процесс сложный, требует он координации усилий множества служб и ведомств. Важно понимать при этом, что эффективность зависит не только от техники, но и от человеческого фактора.
Для качественной очистки внутриквартальных проездов в адрес управляющей компании ТСЖ направляются письма с графиком очистки внутриквартальных проездов для уведомления жителей о необходимости освобождения придомовой территории от припаркованного автотранспорта. Просим жителей принять данный факт во внимание и оказать содействие в том, чтобы наш город становился чище и комфортнее. Пережить любые катаклизмы и при этом спасти население от голода. Это основная задача единственного в мире естественного криохранилища семян. Полностью автономное помещение может вместить до 100 тысяч экземпляров зерен. Какие именно виды семян размещаются в хранилище и как оно работает, знает Вероника Таюрская. Вопрос о создании криохранилища семян встал в 70-х годах прошлого века. Советскому Союзу было важно создать стратегический запас зерен в случае глобальных катастроф. Поэтому одна из подземных лабораторий на глубине 12 метров была переоборудована в банк семян. Спустя годы хранилище получило собственное помещение. Новый банк семян открыли ровно 12 декабря 2012 года. Температура в хранилище не поднимается и всегда находится на уровне минус 6 градусов. Большую роль играет та технология, которая была создана в Институте миротоведения. Попросту говоря, это технология запасания зимнего атмосферного холода для поддержания постоянных низких температур в хранилище во всесезонном аспекте. Ну и вот это вот сочетание наиболее низкотемпературной и наиболее стабильной мерзлоты и сочетание наиболее низких зимних температур делает наш регион и этот объект, ну, вообще не просто уникальным, а неповторяемым. За 12-метровой толщей мерзлотной породы скрывается более 13 тысяч семян бобовых, дикорослых, сельскохозяйственных культур. Все аккуратно запечатано в стеклянные баночки и бережно хранится с середины 70-х годов. Каждая тара имеет именную карточку, рассказывающую о дате опломбирования и о месте сбора. Они лежат уже в мерзлоте 45 лет, 45-47, там, в зависимости от разных генераций. Мы их периодически проверяем. Ну, те, что заложены 45 лет, мы уже не проверяем, потому что когда мы занимались криохранилищем, мы все проверили. И получается, что за эти годы практически не изменилась схожесть. Они все жизнеспособны. Они дают жизнеспособное потомство. Название хранилища говорит само за себя. Основной источник, направленный на сохранение семян – мерзлота. Уникальность нашего природного холодильника в правильно сконструированной системе обеспечения. Здесь используется разработанная моим научным руководителем Георгием Петровичем Кузьминым система охлаждения воздушная, которая позволяет запасать зимний холод в грунтах, который в летнее время как раз-таки компенсирует летнее тепло. И за счет этого температура грунтов понижается и, соответственно, температура в помещении тоже. Криохранилище семян в будущем расширится. Его емкость увеличится до 1 миллиона экземпляров. В настоящее время создана компания, куда вошли подведомственные Федеральному исследовательскому центру Сибирского отделения Российской академии наук институты. Параллельно проходит подготовка сопроводительных документов на семена для долгосрочного хранения. Таким образом, с 2026 года будет вестись приемка от мировых учреждений. Вероника Таюрская, Джилустан Иннокентьев, Якутск. При посещении учреждений культуры и спорта статус многодетной семьи теперь можно подтвердить через мессенджер МАКС. Об этом рассказали в Республиканском Минтруде. При проверке передается только факт подтверждения статуса, ну а персональные данные при этом остаются надежно защищены и не видны проверяющему. Для владельца цифрового ID нужно перейти в свой профиль в приложении МАКС и открыть вкладку «Цифровой ID». Выбрать сценарий «Подтвердить статус многодетного» и продемонстрировать экран с фотографией и наложенным QR-кодом проверяющему. В Мирнинском районе ведется активная работа по оказанию всесторонней помощи семьям участников специальной военной операции и самим мобилизованным землякам. Администрация района совместно с руководителями предприятий и организаций регулярно проводит встречи с родственниками бойцов, чтобы оперативно выявлять и решать возникающие проблемы. Поступающие заявки от семей участников СВО рассматриваются в приоритетном порядке. Оказывается помощь в решении бытовых вопросов, организации досуга для детей, предоставлении консультаций по юридическим и социальным вопросам. Кроме того, ведется работа по обеспечению мобилизованных земляков необходимым снаряжением и оборудованием.
гуманитарные поездки в зону специальной военной операции и контртеррористической операции в Курской области. Было отвезено более 100 позиций товарно-материальных ценностей, такие как квадрокоптеры, тепловизоры, бензиновые генераторы, и маскировочные сети, а также посылки от семей участников специальной военной операции. Также были сформированы продуктовые наборы. Нам хорошо помогают наши местные предприниматели, а также рыбзавод местный Чернышевский. В Москве названы имена победителей и лауреатов 6-й Всероссийской премии «Гордость нации». Инициатива является флагманским проектом Ассамблеи народов России. По итогам заявочной кампании федерального этапа желание принять участие в премии изъявили более 600 конкурсантов из 84 субъектов. Экспертная комиссия, в свою очередь, отобрала 21 работу, включая победителей 12 окружных смотров. Сама премия – масштабный проект, цель которого – поощрить лучшие практики в сфере укрепления российской нации и межнационального единства. Эта награда не просто личное достижение, а признание труда всего нашего коллектива Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского во главе с генеральным директором Корякиной Антонидой Николаевной. Наш коллектив ежедневно работает над тем, чтобы голос каждого народа был услышан, а уникальные культуры стали частью общего богатства не только нашей республики, но и всей России. Леденящая душу история живет на экранах якутских кинотеатров. Уже завтра в широкий прокат премьерой выйдет мистический триллер «Присутствие». Лента, где грань между ночным кошмаром и реальностью стирается, раскрывая неожиданную правду, стала дебютной полнометражкой режиссера Аполлинарии Дегтяревой. Мистическое присутствие на пресс-показе ощутила и моя коллега Лилия Бурцева. Идея фильма пришла к режиссеру Аполлинарии Дегтяревой в 2014 году. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших с одной японской семьей. Режиссер отметила, что эта история глубоко тронула ее, и прежде чем стать окончательным сценарием, она претерпела множество изменений. В процессе работы появились новые сюжетные линии, психологические конфликты и разнообразные детали. Хочется, наверное, пожелать зрителям, постараться очень глубоко воспринять этот фильм, потому что фильм «Присутствие» — это не просто про то, чтобы напугать, это про честность, это про открытость, это про искренность. И мы будем разговаривать на достаточно актуальные темы без каких-либо скрытностей. Сюжет рассказывает о девушке-затворнице, которая начинает ощущать мистическое присутствие в своем доме. Грань между ночным кошмаром и реальностью стирается, раскрывая неожиданную правду. В главной роли дебютирует актриса театра Олонхо Анастасия Алексеева. Мы снимали этот фильм 3 года назад, и за все эти 3 года во мне жила эта героиня и хотела вырваться внутри меня, потому что она хотела быстрее, чтобы люди, зрители посмотрели и увидели эту историю. И почему-то сегодня я чувствую какую-то свободу внутри, потому что наконец-то вот эта героиня выйдет на свет и расскажет свою историю. Фильм будет показан более чем в 80 кинотеатрах республики. Для зрителей это возможность увидеть дебютную работу режиссера Аполлинарии Дегтяревой и известного продюсера Дмитрия Давыдова, а также поддержать развитие регионального кино. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. Национальное многоборье включили в программу спартакиады учащихся Якутии. Сама спартакиада пройдет в 3 этапа. Первый пройдет в общеобразовательных учреждениях в течение года. Второй на уровне муниципальных образований городских округов. Третий в рамках первенств республики, ближайшее из которых запланировано на декабрь. Это первенство памяти Николая Тарского по вольной и женской борьбе. Завершится серия соревнований в июне 26-го. Всего в программу, напомню, включено 29 видов состязаний. Первенство по якутским играм «Хабылык и Хамыска» состоялось в школе номер 9 села Тас-Юрях. Мероприятие провели благодаря гранту Саханефти. Конкурс «Энергия родной земли» поддерживает социальные инициативы и улучшает качество жизни. Подробности в следующем сюжете. Николай Симонов с легкостью подбрасывает и ловит лучинки и камушки. В играх «Хабылык» и «Хамыска» важно количество пойманных предметов. Мужчина освоил эти игры 3 года назад и уже не раз побеждал на соревнованиях.
Вот нынче Нерюнгри Усефалонко 2-е место занял. На играх Манчар еще участвовал. А вот однофамилица Николаев самой младшей возрастной категории Эйлана Симонова, хотя занимается на год меньше, стала лучшей сразу в 2 национальных играх. Помогла усиленная подготовка. Каждые 2 дня играла 2 раза Хабылык и 2 раза Хамыс. Первенство собрало участников разных возрастов со всего района. Соревнования провели благодаря победе в грантовом конкурсе от «Саханефть» «Энергия родной земли». Мы закупили 20 комплектов наборов Хабылык и Хамыска. В течение продолжительного времени у нас ребята готовились и как раз вот пользовались этим комплектом. Также были изготовлены эксклюзивные кубки по эскизам детей. И еще были закуплены призы. «Саханефть» ежегодно финансирует улучшение материально-технической базы школы. В учебном заведении более 20 учеников занимаются якутскими настольными играми. Некоторые участвовали в республиканских соревнованиях в составе сборной района. Мария Флоренция, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край». Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.